Привет! Меня зовут Ажар. Мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы увеличить свой лексикон казахского языка, запомнить слова, прямо запомнить на всю жизнь, не забывая их, и постепенно начать разговаривать на казахском языке и понимать на нем. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как тарак. Вот это слово, буква К с хвостиком, она звучит как К. Не К, не Х, а К. К. Тарак. Тарак. Тарак на русском это расческа. Для того, чтобы лучше запомнить какое-то слово, посмотрите на сам предмет или на его картинку. Это вот тарак. Вот тарак – это расческа. Теперь мы составляем русские предложения со словом тарак. Подставляем вместо слова расческа слово тарак. Сейчас очень большое количество и разновидностей тарак можно купить в магазине. Я люблю такие мягкие тарак, как щетки. Тарак нужно время от времени мыть с мылом, потому что там собирается большое количество грязи и жира. Каждый человек, я думаю, хотя бы раз в день, а еще лучше 2 раза в день, должен расчесывать с помощью тарак свои волосы. У мужчин есть такие маленькие тарак, которые помещаются во внутренний карман пиджака. Сейчас есть такие фены, в которых встроены, прямо в насадке встроены тарак, для того, чтобы правильно как-то укладывать свои волосы. Вот. Светлый тарак сразу нужно почаще мыть, потому что там сразу видна грязь. Тарак в основном сейчас делаются из пластмассы. Раньше тарак были из рога и из дерева. Я помню, у бабушки такой был тарак, у которой были 2 стороны. Одна с такими крупными звеньями, а другая такая мелкие-мелкие звенья для того, чтобы вычесывать насекомых из волос. Вот. Раньше были такие тарак-заколки у бабушек, такие овальные, и они вот так с помощью этой тарак закалывали свои волосы сзади. Когда человек выезжает куда-то, в какую-то поездку, он с собой обязательно берет тарак, потому что это важно расчесывать свои волосы с помощью тарак и выглядеть опрятно. Вот таким образом составляйте предложение со словом тарак, тарак. Достаточное количество предложений, собственных предложений. Мои предложения здесь нужны только в качестве примера. Составляйте полноценные предложения в большом количестве до тех пор, пока вы прям почувствуете, что это слово больше никогда не забудется. Вы сможете с легкостью его использовать, и вам не нужно напрягаться, вспоминать, как же звучит расческа на казахском языке. Вот так запоминайте это слово. Пишите комментарии, что у вас вышло, что у вас получилось. На самом деле, с помощью этого метода можно изучить не только казахские слова, можно изучить и запомнить все, что вы захотите. Как русские говорят, повторение – мать учения. Это правда, это правда. Повторяйте много-много-много предложений, составляйте предложения, и вы на всю жизнь запомните слово тарак. Спасибо вам большое за то, что вы смотрите мои видео. Мне очень важна ваша обратная связь. Делитесь комментариями со мной. Пишите, какие у вас были сложности, какие у вас были, может быть, победы, достижения. В общем, пишите, мне это очень важно.
Спасибо большое и до новых встреч!